День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой непростой недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем», в студии Петр Васильев. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. Владимир Путин обсудил с Совбезом меры по подготовке к природным ЧС. Узнаем подробности. Банк России оставил ключевую ставку на прежнем уровне. По словам регулятора, текущее инфляционное давление остается высоким. В республике продолжаются отчеты регионального Кабмина о проделанной работе. Расскажем, какие еще вопросы на встречах с правительством задавали в Алданском, Нерюнгринском и Мирнинском районах. Все лучшее детям. Завершается строительство самой большой школы в регионе. Когда ждать ввод и чем удивить здание школьников? Встречая весну, вставай на лыжи. В столице республики заработал пункт проката для любителей лыжного спорта. Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности, в ходе которого участники обсудили меры по подготовке к природным чрезвычайным ситуациям. Глава государства отметил, что с наступлением весны неизбежны паводки и пожары. Для того, чтобы минимизировать ущерб для граждан и экономики, необходимо заранее подготовиться к данным событиям. В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и другие постоянные члены Совета. С докладом выступил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы приближаемся к весне неизбежно. А весной, а затем и летом у нас, как известно, проблемы, связанные с чрезвычайными ситуациями. Это и паводки, пожары, все, к сожалению, неизбежно, но для того, чтобы минимизировать ущерб и для граждан, и для экономики, нужно заранее об этом подумать и подготовиться к этим событиям. Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. По его оценке, жесткость денежно-кредитных условий формирует предпосылки для возобновления дезинфляции, поэтому Банк России намерен продолжить жесткую политику. По их прогнозам, при таких условиях к концу года годовая инфляция может снизиться до 7-8% и вернуться к 4% в 2026 году. В следующий раз регулятор рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки 21 марта. И мы можем столкнуться с падением и ценовых, и объемных показателей экспорта. Кроме того, сохраняются риски со стороны инфляционных ожиданий и рынки труда. Ключевым дезинфляционным риском является более выраженное замедление кредитования. Наш базовый сценарий предполагает его плавное контролируемое охлаждение, но риск более резкого торможения существует, поэтому мы особенно внимательно будем следить за этой динамикой. Какие федеральные и региональные льготы и выплаты полагаются ветеранам Великой Отечественной войны, расскажем в материале далее. 9 мая Россия и страны СНГ празднуют 80-летие победы над фашистско-немецкими захватчиками. По данным Министерства обороны страны, в России проживает около 7 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. В 2024 году в Якутии проживало 13 участников войны. Далее расскажем, какие льготы и выплаты положены ветеранам в честь праздника Великой Победы. Льготы ветеранам Великой Отечественной войны. На постоянной основе для ветеранов Великой Отечественной войны действуют следующие льготы. Повышенные пенсии. Ветераны Великой Отечественной войны получают повышенное пенсионное обеспечение. Пенсия каждому из них рассчитывается индивидуально. Определенные доплаты начисляются ветеранам, участникам войны, награжденным людям, инвалидам, а также детям войны и бывшим узникам концентрационных лагерей. Обеспечение жильем. Нуждающимся в улучшении жилищных условий участники войны могут получить его за счет средств федерального бюджета. Они имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем один раз. При этом оно осуществляется независимо от их имущественного положения. Компенсация за услуги ЖКХ. Ветеранам положена компенсация 50% коммунальных платежей, взносов за капитальный ремонт, платы за холодную и горячую воду, электроэнергию и других выплат по ЖКХ.
Первоочередная медицинская помощь. Участникам Великой Отечественной войны в соответствии с законом предоставляется внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи в медицинских организациях, в том числе в госпиталях ветеранов войн, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам региона. Также им гарантируется сохранение права на получение медпомощи в медицинских организациях, к которым они были прикреплены в период работы до выхода на пенсию. Кроме того, их должны обеспечить протезами и протезно-ортопедическими изделиями. А если ветеран вынужден был приобрести протез за свой счет, то ему выплачивается компенсация. Преимущество в оказании услуг. Участникам войны положено преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта, обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания. Внеочередное социальное обслуживание. Ветераны имеют право на внеочередное обслуживание организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги на дому. Первоочередное право. Ветераны имеют право на преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы. Первоочередное право на приобретение садовых или огородных земельных участков. В целом, виды и объем дополнительных льгот, мер социальной поддержки, предоставляемых ветеранам войны, зависят от того, к какой категории они относятся. К участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, лицам, задействованным для нужд обороны или осуществляющим деятельность на военных объектах, труженикам тыла. Выплаты ветеранам Отечественной войны. Президент России Владимир Путин 15 января 2025 года подписал указ о назначении единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Выплата по 80 тысяч рублей установлена инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаками житель блокадного Ленинграда, житель осажденного Севастополя, житель осажденного Сталинграда, лицам, которые в годы Великой Отечественной войны работали на объектах ПВО, морских и авиабазах, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Выплата по 55 тысяч рублей установлена труженикам тыла, бывшим совершеннолетним узникам фашизма. Все выплаты будут перечислены Социальным фондом России проактивно, без истребования документов в апреле-мае 2025 года, перед празднованием Дня Победы. Подавать заявление для получения выплаты не потребуется. Государство выплатит деньги ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Отмечу, что Владимир Путин поддержал идею Министерства обороны наделить всех ветеранов войны званиями почетных граждан своего города, муниципалитета или региона. Региональные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии, единовременные выплаты к 80-летию Великой Победы получат 13 тысяч якутян. Это ветераны войны, труженики тыла, дети войны. Министр труда и социального развития республики Елена Волкова сообщила, что уже предоставлены единовременные выплаты в размере 2 миллионов рублей 9 участникам Великой Отечественной войны. Выплаты 80 тысяч рублей из государственного бюджета республики также получили 11 жителей блокадного Ленинграда, 5 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 208 вдов участников Великой Отечественной войны, проживающих в республике. Выплаты по 50 тысяч получили труженики тыла тех лет. Детям войны выплатили по 5 тысяч рублей. Отмечу, что все выплаты производятся в беззаявительном порядке в период до 20 февраля текущего года. В Якутии, согласно действующему законодательству, меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны предоставляются в виде ежемесячных денежных выплат, ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, единовременной материальной помощи, в том числе на подключение частного жилого дома к централизованным источникам теплоснабжения, газоснабжения, электроотоплению в виде дополнительных социальных выплат, предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому. По информации Министерства труда и социального развития, помощь в текущем ремонте для ветеранов тыла в зависимости от района проживания составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Поддержка при подключении жилого дома к различным источникам отопления осуществляется без учета критериев нуждаемости.
Размер поддержки подключения к газу по программе с софинансированием из федерального и государственного бюджета составляет до 202 тысяч рублей. Ленский фонд Победы, созданный изначально для адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, вот уже третий год оказывает поддержку тем, кто несет службу в зоне проведения специальной военной операции. О работе фонда наши коллеги поговорили с участниками и его создателями. В Ленском районе в Фонд Победы за время проведения специальной военной операции поступило более 71 миллиона 151 тысячи рублей добровольных пожертвований. Из них 4 миллиона 100 тысяч рублей были переданы жителями района и организациями. Львиная доля средств в фонд поступает из районного бюджета. Надо сказать, что Фонд Победа был создан по инициативе главы района, изначально для адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Но с момента начала специальной военной операции было принято решение начать оказывать за счет средств фонда помощь в укреплении материально-технической оснащенности военнослужащих и мобилизованных жителей района, принимающих участие в специальной военной операции. Ежегодно мы в год 2 раза. И вот сейчас мы планируем, приурочим к 23 февраля, к Дню защитников Отечества, будем направлять письма организациям, учреждениям, принять участие в данной акции, оказать помощь в пополнении Фонда Победа, средства, которые пойдут на помощь нашим бойцам. Сформирована определенная система приобретения специальной экипировки, снаряжения, автотранспортных средств и оборудования осуществляется в соответствии с заявками бойцов. Передается груз во все воинские части, в которых служат ленские ребята. За весь период проведения специальной военной операции было закуплено 11 автомобилей, также квадроциклы, болотоходы, беспилотные летательные аппараты и другой гуманитарный груз. 225 оптических приборов было закуплено и 25 средств радиоэлектронной борьбы, 35 электрогенераторов было закуплено, портативной зарядной станции, 174 бронежилета приобретено класса защиты не ниже БР-5, 174 защитных шлема приобретено из арамида класса защиты не ниже БР-2 и 371 единица различного оборудования. Это инструменты, аксессуары, какие-то одежда, обмундирование. Глава района Александр Черепанов уже неоднократно ездил в зону проведения специальной военной операции для передачи гуманитарного груза нашим бойцам. С самого начала СВО регулярно туда ездит волонтер с позывным 8-й. Ленские ребята, служащие в зоне СВО, благодарны всем тем, кто вносит вклад в победу. Хотим передать большой привет нашему брату, другу в одном лице, который нас никогда не забывает, неоднократно помогал, а также продолжает помогать. Всем тем, кто с ним общими усилиями продолжает это делать, выражаем искренние слова благодарности. Ваш вклад очень важен для нас. Очень приятно осознавать и понимать, что у нас такой замечательный тыл. Спасибо вам всем. С города Ленска! С города Ленска! Большое тебе спасибо! Большое тебе спасибо! За привезенную гуманитарку! За привезенную гуманитарку! От души! От души! Участниками фонда являются организации, учреждения и неравнодушные жители района. Ежемесячно весомый вклад в фонд вносит коллектив Комитета по молодежной и семейной политике. Существование Фонда Победы наш коллектив не остался в стороне. Достаточно воодушевленно приняли участие, приняли решение, что мы на постоянной основе будем переводить часть своей заработной платы на помощь нашим ребятам. Потому что я считаю, что оставаться в стороне в этой ситуации – это неправильно. И хотелось бы, наверное, еще и в целом воспользоваться случаем, сказать, призвать жителей нашего Ленского района не оставаться в стороне коллективом. Не остается в стороне и совет старейшин. С каждой пенсии каждый член общества вносит часть средств в фонд. Квадрокоптер отправили на СВО. Сколько было мероприятий по сбору теплых вещей, носки, теплые вещи отправляли, письма солдатам писали. И совет старейшин совместно с Советом ветеранов и другие патриотические организации принимают самое-самое активное участие в пополнении фонда. В завершение хочется обратиться к каждому, кто сейчас смотрит наш сюжет. Поддержите фонд «Победа», и вы окажете помощь нашим бойцам на СВО. Вы поможете нашим ребятам на пути к победе. Оборудование, закупленное на ваши средства, спасет жизни многих людей и наших бойцов. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Это итоги недели, мы продолжаем. Между тем, в Ленском районе закончились отчеты правительства. Заключительный для населения города состоялся вчера вечером. Заместитель председателя правительства отчиталась перед ленчанами о проделанной работе за год, остановилась на важных моментах и цифрах. После часового отчета Ольга Балабкина в течение еще 2 часов отвечала на вопросы жителей. Их интересовали проблемы здравоохранения, отсутствие узких специалистов, долгое ожидание приема офтальмолога, также вопросы транспортной доступности, льготные проезды до Якутска, ремонт инфекционного отделения, отсутствие пандусов в музее. Я лично удовлетворена тем, что уже сегодня в любом случае программа переселения в Ленском районе, как мы обещали, она двигается. И вы же даже сами видите, что по накалу того, что было в зале даже в прошлом году по поводу Северного, да, оно значительно легче уже воспринимается. И поэтому, потому что движение есть, так же, как по водоочистке по берегу реки Нию, да, есть проблемы по реке Мухтуя. Решение главой принято, и поэтому, ну что ж, мы действительно ждем 28 года. Остаются проблемы транспортной доступности авиационной. Теперь перенесемся в Мирнинский район. Жители поселка Чернышевский не раз поднимали на отчетах правительства проблему высоких тарифов на теплоэнергию. На встречах с членами регионального Кабмина эта тема, наряду с многими другими, всплыла в очередной раз. Все подробности в материале Анны Васильевой. Из-за высоких тарифов любое производство в Чернышевском не конкурентно, поэтому предприниматели переходят на другие источники энергии. Житель поселка Василий Черепанов считает, что такая стоимость, учитывая, что рядом находится гидроэлектростанция, не обоснована. Мы понимаем о том, что газификация поселка дело не быстрое, финансово емкое, дорогое. Просим рассмотреть возможность подключения перевода электричества, чтобы рассматривался отдельным тарифом, как для отопления при использовании. Потому что сейчас цены, что на освещение, что на отопление, у нас идут одинаковые. На отчете правительства заместитель министра ЖКХ и энергетики Наталья Готовцева объяснила, что энергоснабжение Чернышевского осуществляется не с рядом находящейся ГЭС. Дело в том, что все электроснабжение в России централизовано. Все гидроэлектростанции продают свою электроэнергию в эту централизованную сеть. Энергосервис покупает электрическую энергию в оптовом рынке. Да? Цена устанавливается Федеральной антимонопольной службой. То есть в Российской Федерации устанавливается цена на опт. Если говорить о полномочиях республики, да, к сожалению, мы не можем устанавливать, снижать либо повышать эти цены. В последнее время я анализ посмотрела, как растут цены на опте. Да. Ежегодно последние годы растет где-то на 12%. На этот 25 год планируется в размере 17%. Наталья Готовцева предложила сформулировать постановочный вопрос от Мирнинского района о газификации Чернышевского. Возможно, этот вопрос удастся решить, учитывая, что газопровод находится всего в 7 километрах от поселка. Наш район имеет положительный опыт. Это в селе Арылах перевод как раз электрокотельных на газовое топливо. В этом году завершаются аналогичные мероприятия по городу Удачный. Ну и есть чем сравнить. Вот при переводе на газ тарифы существенно снижены. Ну и даже сегодняшний анализ показывает, что тариф по поселку Чернышевский в разы выше, чем, например, в поселке Светлый, где газовая котельная, и в городе Мирный. Действительно, в прошлом году стоимость гигакалории для Чернышевского установлена в размере 17 тысяч рублей. При этом в Мирном эта стоимость составляет 5,5 тысячи за гигакалорию, в Сыктывкаре – 5 тысяч. Мероприятия по снижению тарифов нашли отражение в прошлогоднем послании главы Якутии. Арсений Николаев сказал, что одной из основных задач, которые стоит перед органами местного самоуправления и органами госвласти, это снижение затрат на коммунальные ресурсы. Вообще в любом случае считаются расчеты и, соответственно, смотрится, что более выгоднее населению. В зависимости от этого принимается решение. Я не исключаю, что уже вариант решения в данном вопросе есть. Высокие тарифы сегодня одна из серьезных проблем, сдерживающих развитие поселка. Действительно, если бы Чернышевский перевели на экологическое топливо, это было бы новое качество жизни людей. Анна Васильева, Якутия, день за днем.
Далее на очереди Алданский район. На отчете в Тамоте жителей прежде всего интересовали вопросы жилищно-коммунального хозяйства, в частности тепло- и водоснабжения, качество возведения нового жилья, строительство станций биологической очистки, обеспечение централизованным отоплением частного сектора левобережной части города. Также жители попросили обратить внимание членов правительства на проблемы с обеспечением лекарствами льготных категорий граждан, возвращение в школы медицинских работников. По всем обращениям и наказам жители получили подробные ответы членов правительственной делегации. Достаточные ответы для того, чтобы воплотить все то, что было задано в жизнь. Я ответил министрам, что я надеюсь на то, чтобы качество строительства и соответствующие нормы, они должны исполняться как положено. Тем более, что наш край здесь очень сильно морозный. Также мы приравниваемся где-то к Якутску. Значит, и мы должны соблюдать те же нормы строительства, чтобы, как говорится, должно исполняться то, чтобы люди получали удовольствие от своей жизни в новом жилье, получая новое жилье. К другим темам государство поможет предпринимателям в Якутии. Речь идет об организациях, занимающихся оказанием услуг в образовательной сфере. Специально для них в Якутске прошел семинар при участии специалистов Министерства образования региона, в ходе которого предприниматели смогли обсудить интересующие их вопросы с экспертами. На повестке совещания было два вопроса: реализация общеобразовательных программ и проекта «Карта юного жителя Якутии». Среди прочего, участники семинара обсудили, как получить лицензию на оказание услуг и каким требованиям необходимо соответствовать для участия в том или ином проекте. Приняли участие около 30 индивидуальных предпринимателей. Это не первая наша с ним встреча. В рамках августовского совещания работников образования работала площадка реализации социального заказа в дополнительном образовании. Индивидуальные предприниматели изъявляли желание о проведении совещания на уровне Министерства образования. Тоже мы собирались, обсуждали вопросы. Все лучшее, как известно, детям. В республике завершается строительство самой большой школы в регионе. Образовательное учреждение по улице Ивана Кульбертинова примет детей уже осенью этого года. Чем уникален объект, знает моя коллега Надежда Саханская. Отделочные работы – финишный этап любой стройки. Сейчас в СОШ номер 40 наводят последние штрихи. Рабочие собирают мебель и занимаются ежедневной уборкой помещений. Эта школа станет самой большой в республике. Ее площадь составляет 17 тысяч квадратных метров. Школа вместит в себя 990 учеников, где дети будут заниматься в 2 смены с 1 по 11 классы. Вообще в этой школе предусмотрены, первое, наружные пандусы. Второе, возможность свободно проезжать по школе беспороговая система и лифты, которые тоже дают возможность поднять, маломобильных ребят на любой этаж. Да? И самое главное, система безопасности предусмотрена для случая, если вдруг в школе возникнут какие-то там опасные ситуации, типа пожара и так далее. То есть есть места, где дети могут находиться с подпором воздуха и обеспечивается им безопасное нахождение до момента их эвакуации. Объект образования уникален тем, что его конструкция выполнена в форме буквы «Н», что позволит инсолировать все помещения. А на пришкольной территории разместятся не только спортивная и игровая площадки, но и зона для занятий наукой. Дети смогут проводить здесь первые климатические наблюдения и опыты. Самая большая школа в республике поражает своими масштабами. Вот чего стоит только один спортивный зал, площадь которого составляет 540 квадратных метров. Здесь есть все. Вот постелили, например, спортивный линолеум. В ближайшее время установят волейбольную сетку. А так уже есть, например, ворота для футзала или, например, баскетбольные кольца. В общем-то, раздолье для тех, кто хочет связать свою жизнь с спортом, начиная со школьной скамьи. Не забыли и про тех, кто любит укреплять различные группы мышц. Так, например, на 2-м этаже, здесь на балконе, есть различные тренажеры, которые будут задействованы для многочисленных упражнений. Не забыли строители и про сейсмическую обстановку. Так, 3-этажное здание стоит на уникальном фундаменте, где элементы свай не только заливали бетоном, но и сваривали между собой, чтобы добиться прочной конструкции. Территория у нас такая получилась, да, и по последним требованиям везде в школах требует, чтобы при землетрясении, чтобы она выдержала 7-бальную
сейсмику, да. Поэтому в связи с этим у нас все железобетонные конструкции высокой марки. Работа проведена здесь самым основательным образом. В школе есть система внутреннего контроля, где параметры и показатели вентиляции, электричества, отопления поступают на общий сервер. Не забыли о системе контроля доступа, где дети и учителя будут проходить через турникет. Откроет школа свои двери уже в сентябре этого года. Ну а поскольку образовательная организация охватит сразу 4 микрорайона, самая жаркая пора начнется уже весной, потому что желающих записаться в ученики СОШ номер 40 будет много. Надежда Саханская, Аэлита Махно, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. 2 часа понадобилось сотрудникам полиции, чтобы убедить мужчину не переводить деньги мошенникам. Об этом рассказали в МВД республики. Инцидент произошел на днях в Алданском районе. Странное поведение местного жителя заметили сотрудники банка, когда тот пришел оформлять кредит на 1,5 миллиона рублей. Тогда специалисты вызвали органы правопорядка. При этом всю ситуацию мужчина осознал лишь спустя некоторое время уже в отделе полиции. Как отметили в ведомстве, только за январь якутяне перевели мошенникам 49 миллионов рублей. Всего с начала года сотрудниками полиции было зафиксировано 164 случая дистанционного мошенничества и 64 неправомерного списания денежных средств с банковской карты. Необходимо не отвечать на эти звонки. Если вы даже, например, ответили все же, тогда следует прекратить разговор, не называть конфиденциальные данные, коды СМС-сообщений, не верить предлогам звонкам под видом разных организаций, сотрудников банков, правоохранительных органов. Также стоит быть внимательными в сфере покупки и продажи товаров через интернет, а также не вкладывать подозрительные, сомнительные инвестиционные площадки. В рамках информационной кампании «Осторожно, мошенники» сотрудники Нерюнгринской полиции проводят профилактическую акцию. С правоохранителями на улице города вышла и наша съемочная группа. Несмотря на февральский мороз, полицейские вышли на улицы города, чтобы напомнить горожанам о том, как обезопасить себя от действий телефонных и интернет-мошенников. Нельзя ни в коем случае действовать указаниям звонящих незнакомцев, а также незнакомцев в сети интернет. Переводить деньги на безопасные счета, вкладывать денежные средства в сомнительные инвестиционные проекты, сообщать кому-либо коды из СМС-сообщений и иные персональные данные. Правоохранители разъяснили основные схемы обмана и правила, соблюдая которые можно сохранить свои сбережения, раздавали профилактические памятки с актуальной информацией по соблюдению личной финансовой безопасности, призывали граждан быть более бдительными и поделиться полученной информацией со своими родными, близкими, знакомыми, чтобы предостеречь их от действий злоумышленников. Хотим выдать вам брошюрку и напомнить о том, что нельзя сообщать свои персональные данные третьим лицам. Запомните, банки никогда не звонят, не спрашивают ваши персональные данные, органы правоохранительные тоже никогда не звонят. Поэтому не сообщаем никому. Предупрежден, значит вооружен. Многие нерюнгринцы знают эти простые правила и не попадаются на уловки мошенников. Звонят, но ничего, такие вот прям мошеннических действий не было. Незнакомых номеров трубку поменьше брать, да и все. Но, к сожалению, не все граждане настолько бдительные. Об этом говорят цифры. На сегодняшний день зарегистрировано 18 заявлений о дистанционном мошенничестве по Нерюнгринскому району. Общий ущерб более 6 миллионов рублей. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Более чем в 20 случаев подтвержден вирус гриппа А в Алданском районе. Кроме того, по сведениям Роспотребнадзора, в настоящее время заболеваемость острыми респираторными и вирусными инфекциями растет. Можно ли уберечься от простуды и что делать в случае заражения, знает Татьяна Вахнина.
В Алданском районе явно наметилась тенденция к росту заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, на 13 февраля более чем в 2 десятках случаев подтвержден грипп H1N1. Между тем, пока эпидемиологические показатели остаются в пределах нормы. На сегодняшний день у нас санэпидобстановка удовлетворительная, превышения эпидпорогов нет, но намечается тенденция к росту заболеваемости гриппом. Это грипп А, свиной грипп. У него имеется тропность к детям. На сегодняшний день лабораторно подтверждено 21 случай заболевания гриппом А, 19 из них детей. Грипп А или H1N1 в народе более известен как свиной грипп. В большом количестве случаев заболевание характеризуется средним либо тяжелым течением. Кроме того, этот вирус способен повлечь серьезные осложнения. Урон может быть нанесен сердцу, легким, центральной нервной системе или почкам. Как и любой грипп, появляется высокой температурой под 40 градусов, кашель, насморк и тяжелая интоксикация, то есть человек лежит, скажем так. Вот. И, соответственно, он очень заразен. В вакцине Совигрипп и Ультрикс он включен, поэтому лица, вакцинированные ранее, перенесут грипп на ногах легко. Всем остальным я настоятельно рекомендую обращаться к врачу, не заниматься самолечением. Людям, которые по каким-то причинам не вакцинировались против гриппа осенью, остается уповать на неспецифические меры профилактики. Заражение вирусными инфекциями происходит преимущественно воздушно-капельным путем. Недооценивать серьезность вирусов не стоит. При первых признаках недомогания следует обратиться к врачу, не надеясь на то, что болезнь пройдет самостоятельно. Если заболел человек, значит, он должен изолироваться, то есть не ходить на работу. Дети больные не должны посещать школы, детские сады, чтобы не заражать других. Потому что мы все прекрасно знаем, что РВИ, грипп это передается воздушно-капельным путем. Врачи напоминают всем о недопустимости самолечения. Лишь некоторые народные методы могут использоваться только в качестве вспомогательных, а применение сомнительных способов при отсутствии грамотного лечения только усугубит состояние. Самолечением ни в коем случае нельзя заниматься. Особенно это лицам пожилого возраста, лицам с хроническими заболеваниями, потому что именно сам вирус, осложнение вируса, токсины его могут вызвать необратимые последствия для человека, страдающего хроническими заболеваниями, такими как болезни сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и другие заболевания. Не экспериментируйте со здоровьем. Вирусная инфекция может быть непредсказуемой. В случае заражения исключить риски тяжелых последствий позволит только квалифицированная помощь. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. А ЗОЖ доступно. Врачи рассказали девушкам о репродуктивном здоровье, юноши предупредили о негативных последствиях вредных привычек. С помощью очков виртуальной реальности школьники узнали больше и о правильном питании в интерактивной игре. Такие лекции еженедельно проводятся в рамках проекта «Здоровая среда». Медработники пропагандируют здоровый образ жизни не только в библиотеке, но и непосредственно в школах. Профилактические мероприятия имеют положительный отклик. Молодежь с большой охотой правильно питается и занимается спортом. Вот ребенок мой с 1 класса пришел домой, я там ужин приготовила, нажарила окорочка, ребенок говорит: мама, это же вредно. Это же ты зачем такую еду готовишь? Вот нам доктор приходил и сказала, что это очень, значит, вредная пища. Я и мои друзья, мы всегда занимаемся спортом. Многие мои подруги, они ходят в спортзал, занимаются танцами, а друзья, они ходят на единоборство и занимаются баскетболом. Проконсультироваться с врачом, не выходя из дома, узнать результаты анализов и проверить совместимость лекарств с помощью мобильного телефона. Все это раньше казалось чем-то из рода фантастики. С развитием IT-отрасли в Якутии это уже существующая, причем весьма удобная реальность. Какие разработки пришли на помощь врачам, знает Ржана Гармаева. IT-сфера нашей республики не стоит на месте. Якутские разработчики осваивают новую область здравоохранения – телемедицину. Приложение «100 лет» – это современный инструмент для врачей, который позволяет оказывать дистанционную помощь пациентам. Идея для создания приложения пришла разработчикам еще в ковидные времена, а к реализации задумки они приступили в 2022 году. Название приложения было выбрано не случайно. Название «100 лет» отражает нашу философию. Мы верим, что любой человек может прожить долгую и здоровую жизнь, если ему вовремя была бы оказана медицинская помощь качественная и
если бы он следовал рекомендациям. Последняя версия приложения с полным функционалом была выпущена около полугода назад. Воспользоваться программой успели как пациенты, так и врачи. Приложение удобно тем, что можно проконсультироваться с врачом, не выходя из дома, посмотреть свои результаты анализов, то есть не надо обязательно подходить в клинику или там звонить, писать, а просто зашел, посмотрел, проконсультировался, сразу можно записаться. Врач имеет возможность постоянно быть на связи со своими пациентами в приложении, видеоконсультации, в чатах. И независимо, пациент в Якутске или за пределами города. После консультации врач может написать свои рекомендации и план обследования для пациента. Последний же в любое время может зайти в приложение и ознакомиться с ними. Также после консультации врач может назначить пациенту курс лекарств. Это также отображается у нас в приложении. Можем создать свой. Можем, собственно, контролировать прием каких-то нас интересующих препаратов. И в целом врач также может наблюдать за ходом приема лекарств. Приложение обладает рядом преимуществ. Например, в программу внедрен искусственный интеллект, проверяющий совместимость лекарств и предупреждающий угрозу заболевания. Наше приложение выделяется из множества других тем, что оно основано на наших собственных разработках, то есть мы не зависим от зарубежных каких-то технологий, и поэтому обеспечиваем безопасность наших граждан и развиваем вообще в целом IT-сферу Российской Федерации. В планах у разработчиков включение в систему отечественных и даже зарубежных медицинских организаций. Эржена Гармаева, Нюргун Старостин, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Пункт проката лыж открылся в парке культуры и отдыха в Якутске. В этом году порадовать горожан удалось раньше запланированно. Теплого зима располагает. Кроме того, обустроили в парке специальные трассы для лыжников. Все подробности узнала моя коллега Саргалана Неустроева. На то, как пройдет твой сеанс катания на лыжах, влияет правильный подбор экипировки. Здесь свои премудрости. Важно, чтобы все приспособления подходили по росту, ботинки были по размеру и затянуты туго, иначе велик риск свалиться в сугроб. Закупка новых ботинок, нам привезли 30 пар обуви, то есть 20 со стандартным креплением и 20 более новым, но у нас в данный момент именно лыж подходящих нет. Крепление, которое в данный момент у нас используется, оно зарекомендовало себя, и у нас общая часть креплений для массового использования. Чтобы прокатиться на лыжах, одного энтузиазма недостаточно. На таком, как говорится, далеко не уедешь. Тут важно соблюдать технику, ну или хотя бы ее азы. Наблюдайте. Встаем прямо, подгибаем колени, поясницу не прогибаем и смотрим вперед, а затем отталкиваемся. И едем себе спокойно 3 километра. Именно такова протяженность самой короткой трассы в парке. Самая длинная проложена аж до 5 километров. Кроме того, в этом году специалисты пункта проката подготовили специальную трассу для конькового хода. Это один из способов перемещения на лыжах. С какого по какое будет работать прокат? С сегодняшнего дня, пока снег не растает. Заведующий аттракционами парка Руслан Садовников отмечает, совсем скоро парк заполнится детьми. Обычно услугами проката пользуются местные школы. Для этого они заключают контракт. Однако других мероприятий, к примеру, соревнований, парк не проводит. Как таковых мероприятий мы не проводим, а всегда открыты к сотрудничеству. Пусть приходят к нам, обращаются в администрацию, и мы что-нибудь придумаем. Работать прокат будет с 10 утра до 6 вечера все 7 дней в неделю. Однако сотрудники пункта предупреждают, по выходным количество желающих покататься на лыжах может достигать и 200 человек. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск.
Первенство по баскетболу среди школьников стартовало в Якутске. Среди участников 19 юношеских и 16 женских команд. Результаты пойдут в зачет спартакиады «Юные якутяне». По итогам соревнований будет сформирована сборная Якутии для участия в первенстве Дальнего Востока. В прошлом году победителями регионального этапа стали спортсмены Нюрнбергского района, однако по федеральному округу ребята показали низкие результаты. Тем не менее, как отмечают в школьной баскетбольной лиге, этот вид спорта в Якутии активно развивается и становится массовым. При поддержке Федерации баскетбола Якутии, при поддержке Управления физической культуры и спорта большое количество команд приезжает. Это уже второй год подряд. Массовый спорт становится. У нас еще буквально 5 лет назад на первенстве республики участвовало около 10, 7 команд, а сейчас уже по 19-16 команд. 22-я спартакиада по счету по национальным видам спорта игры манчары пройдет в этом году в Татинском районе. Программа останется неизменной, соревнования пройдут по 11 видам спорта, среди них и гиревой. С нюрнбергскими гиревиками встретилась наша съемочная группа. Ожидается, что на играх манчары выступят более 1700 спортсменов со всей республики. В гиревом же спорте всего будет разыграно 134 путевки по 20 весовым категориям, так что конкуренция обещает быть серьезной. От Нюрнбергского района повезу 8 человек, 2 детей, все остальные будут взрослые, 2 женщины и мужчины. Там, получается, у нас будут разыгрываться путевки на игры манчары. У нас у каждого есть шанс стать чемпионом, призером и взять путевку для района. Это обязательно прям в планах. В сборной как опытные спортсмены, так и те, кто пришел в гиревой спорт относительно недавно. Александр Буйновский занимается гирями всего 3 года, но уже достиг определенных высот. Месяц назад я стал чемпионом республики по юношам среди 2007-2009 года. Занял первое место результатом 75 общее двоеборье. Сейчас я готовлюсь к отбору на игры манчара и надеюсь, и причем очень желаю, чтобы туда попаду. У меня отличная команда, лучший тренер, и я считаю, что у меня есть высокие шансы пройти на отбор, попасть на манчара и тоже там что-нибудь занять. Представить Нюрнбергский район и побороться за первое место. Есть в сборной спортсмены, выступающие в категории «ветераны». Для Сергея Черникова это будут первые в профессиональном спорте крупные соревнования. Но уверенность в победе не оставляет соперникам ни малейшего шанса. Долгие годы уже занимаюсь, а на крупных соревнованиях не участвовал. Но его уговорили и сам решил все-таки поучаствовать, попробовать. Секреты: слушать тренера, расписано не лентяйничать, соблюдать режим, не пить, не курить. Впереди у нюрнбергских гиревиков первенство среди ветеранов в Барнауле, тренировочные сборы в Кузбассе и полуфинальные соревнования чемпионата России. А значит, новые яркие выступления и блестящие победы. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри. В Сахатеатре проходят репетиции спектакля по повести Валентина Распутина «Прощание с Матюрой». Эту работу режиссер Андрей Борисов ставил в школе-студии МХАТ в 1989 году. И спустя столько лет автор снова возвращается к этой теме, но уже в других масштабах. В годы перестройки с лица земли исчезали многие деревни, поэтому в то время тема была весьма актуальной. Но в сегодняшних реалиях произведение затрагивает глобальные планетарные темы, присущие человечеству современного мира. Музыку написал композитор Руслан Бурсекаев из Москвы. В постановке задействованы все 4 поколения Сахатеатра. Играют именитые артисты. Ну а премьера спектакля состоится с 21 по 23 февраля. Это для якутского зрителя очень близко это. Не только утраты деревни, не только утраты таких самых главных духовных ценностей. Это любовь к родной земле, к малой родине, к деревне, к предкам, даже к могилам, поклонение к могилам. Но тут еще возникает глобальная тема – это новые технологии. Якутский чурон представили на выставке «Русское невероятное». Она проходит в Москве в центре Зотов и посвящена конструктивизму. Экспозиция объединяет произведения отечественного искусства от средних веков до наших дней. Всего представлены 144 экспоната из 29 государственных музеев и галерей. Как на выставке оказался якутский чурон и почему он стал его заглавным символом? Ответы на эти вопросы у Айсены Бурнашовой. Разные работы. На выставке предметы графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Этот махолет, он машет крыльями, подобно журавлю. Разные периоды, от древнерусской живописи до наших дней. Эта скульптура, она состоит из нескольких частей. Это лес? Это лес. Разные, но вместе они знакомят с конструктивизмом, какой путь он прошел и чем вдохновлялись художники. Тема источников вдохновения
которые были у художников начала 20 века, у беспредметников и авангардистов. И, конечно, они очень много обращались к культуре, к ее истокам. Где, как не в архаике, искать источники вдохновения? Якутский чорон неизвестного мастера датируется 1930-ми годами. Богато украшен орнаментами, но его главное достоинство – 3 ножки. На выставке чорон как символ 3 опор конструктивистов. И вот такими 3 точками опоры в культурном ландшафте стали для нас пространство, мышление и архетипы. А еще 3 точки – это дело в том, что необходимое минимальное количество, чтобы чувствовать себя устойчивым. Вот. И поэтому чорон такой наш заглавный символ вообще этой выставки, ну и такой небольшой метафизический, наверное, метафора устройства мира и культуры. Чорон оригинальный, из собрания Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства. В Москву привезли после экспедиции в Якутию, где его и нашли. Но для многих это становится настоящим открытием, откровением, безусловно, вызывает интерес. Конструктивизм родился в нашей стране, просуществовал недолго, но оставил ярчайший след в искусстве. Он наше русское, невероятное. Он про свободу, про погоню за мечтой и фантазии, многим из которых не суждено было сбыться. В таком потоке мыслей и творчества без точек опоры художникам никуда. Идея триединства красной нитью проходит по всей выставке. А как эту картину рассматривать нужно? Ее нужно смотреть обязательно в движении. Как раз вы увидите 3 изображения Бога Отца, Святого Духа и Бога Сына. Выставка продлится до 23 марта. Айсена Парнашова, Айтал Байтунов, Москва. Такое увидели минувшей неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.